На каждой перекличке мы поименно вспоминаем павших. И как повелел обычай, желаем, чтобы земля с обелисками и звездами, слезами осиротевших матерей, знаменами победы и славы была для каждого из погибших легче пуха. Когда наступает час переклички, мы называем города-герои. Слава городам-героям Туле и Смоленску! Слава городу-герою Керчи! Слава городу-герою Сталинграду! Слава городу-герою Бресту! Слава городу-герою Севастополю! Слава городу-герою Одессе! Слава городу-герою Новороссийску! Слава городам-героям Мурманску и Минску! Слава городу-герою Киеву! Слава городу-герою Ленинграду! Слава городу-герою Москве! Доктор Ахаркиги Бытыгыла ұйтчат Чоңғуду оқтарын Ақтанас сыртығаттарын Ие дойду чегін Көйін көмілген Кыргыған оқтығыттарға Албана народ махтала. От имени сердца, от имени жизни повторяю: вечная слава герою и бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все. Вечная слава. Вечная слава. Вспомним всех. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в огне. Волхойым аға дойду улу зелитин саллахтара сери бетен
Сагана. Внимание! Солдаты Великой Отечественной, труженики тыла, якутяне, все, кто живые, в памяти павших в боях. Павшим и живым героям слава! Труженикам тыла слава! Матерям и женам героев слава! Слава героям Родины! Albanatlarıdır, kerestebil, siyere tuğma, sağalanar. Начинается торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу павшим воинам-якутянам в Великой Отечественной войне. Память героям фронта и героям тыла
землякам, погибшим на полях сражений Второй мировой войны, умершим в более поздние годы, замученным в концлагерях и без вести пропавшим, всем тем, кто не дожил до этого светлого дня, дня великой победы, цветы возлагает глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших, будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Светлой памяти героев-фронтовиков, друзей, цветы возлагают ветераны войны и тыла, члены Республиканского и городского совета ветеранов. Песню свою, отправляя в полет, помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли. Помните, к мерцающим звездам ведя корабли, а погибших помните. Встречайте древнюю весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года, не жизнью напомните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Аян Сула, Өтөк, Алас, Үрүн Быбыт, Үртүтүнен, Ары Тумул Үртүтүнен, Эңериен, Ытан, Ыллан, Өлбүт бойын, Сакасаллат, Үехе көппүт, Кута сүре, Ылламматак, Киюере, Үрүң айнал көтөр болан, Көтөр, көтөр, көстө бүтер, көстө бүтер, Түрүңге кийлер. Мы головы склоняем перед прахом тех, кто в земле покоится родной, тех, кто вставал над человечьим страхом, когда страна посылала в бой. Мы головы склоняем перед теми, кто свой покой нашел последний путь, который год отсчитывает время, посмертный срок им, а они живут, покуда наша память хранит слова их,
лица, имена. Горит негаснущее пламя, что в память тех людей зажгла страна. Так пусть же наша память не померкнет. Все мы для Родины бессмертны. Кöyü muzikada nevkitçi adamına kıldılar hamsi tutağına kırdıkları öpüt karakların köktaklıne oğulur kere külülerin hittakline otçuğu ordu öydüğün doktoru tan Tuhada soğukta kal bakalım. Война – это бесстрашие защитников Бреста. Это 900 дней блокадного Ленинграда. Это клятва панфиловцев, ни шагу назад. За нами Москва. Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом. Это подвиг героев Курской дуги. Это штурм Берлина. Это память сердца всего народа. Забыть прошлое значит предать память о людях, погибших. Забывать об этом нельзя. Цветы возлагают председатель Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков и народные депутаты Республики Саха-Якутия. Много счастливых, стремительных лет прошло с той поры, как победа свой свет зажгла, озарив новый день страны и славу героев Великой войны. Кто сил и жизни своей не щадил во имя нашей свободы, и до сегодняшних дней не дожил, но память о них сквозь годы, сквозь тысячелетия донесет до всех поколений грядущих отзвуки битв и взятых высот, и славу вперед идущих. Любой из них верен был до конца отчизне, родным домам и хатам, и остается в наших сердцах навечно победы солдатам. Цветы возлагают глава городского округа город Якутск Айсен Сергеевич Николаев, председатель Якутской городской думы Александр Александрович Савинов. Вспоминая минувшую войну, мы не только отдаем дань уважения памяти павших героев, но и размышляем о настоящем и о будущем, чтобы чудовищный огонь военного пожарища никогда больше не опалил нашу землю. И пусть 9 мая каждый из нас мысленно вернется к тем временам,
встретится с ветеранами войны и тыла, заново перечитает фронтовые письма, хранящиеся в каждом доме, поднесет цветы солдатам, оставшимся живым, поклонится алому знамени победы. Цветы возлагают председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Кимен, государственный советник Республики Саха-Якутия, первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Цветы возлагают заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, заместитель председателя Республиканского организационного комитета «Победа» Алексей Прокопьевич Дьячковский, архиепископ Якутский и Ленский владыка Роман. Цветы возлагают представители федеральных органов власти. Помните, через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Цветы возлагают народные депутаты и члены правительства Республики Саха-Якутия. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните, встречайте трепетную весну земли, убейте войну, прокляните войну, люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Қарақтар бүкістер, аймалған тұмыла,
ире талахытыр, борокот кахытыр, аллар алдан эбем, таптыр таттам, алгыхын, ыллағым, оңоғум бүтінін, олонны билбитим, дойдуга эргилли, ол бара жол өрегөй. Слава героям! Вечная слава! Вечная память! Воинам нашим, шедшим сквозь пули, сквозь пламя, пламя обстрелов, пламя пожаров, пламя разрывов. Слава героям! Им мы обязаны тем, что мы живы. Будем же помнить, вечная память не меркнет. Цветы возлагают администрация городского округа, город Якутск, Якутская городская дума. Помнить пожизненно всех награжденных посмертно. Помнить пожизненно всех погибавших мгновенно. Помнить и славить. Вечная слава бессмертна. Будем же помнить тех, кто и после победы здесь умирал, в госпиталях, лазаретах. Их победителей словно война догоняла старыми ранами и, как в бою, убивала. Будем же помнить каждого поименно, воинов славных, в нашей земле погребенных, тех, кто победу нам добывал в 45-м и оставался до смертного часа солдатом. Кыргыгыга охтубутубайбын тоғыре күжімақ күрдік жон бұғыттан көрдүйбін итеғая саныбын кені баргар ити уоржан күлімігер ити медел тыгар бүгін бұсирүрдігер тоқ бар габарытыгар бел төрüөкте қоғы бастакы саңатыгар. Цветы возлагают аппарат Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия. Военные давно отгремели. и головы ваши совсем посидели Мы будем всегда перед вами в долгу за вашу победу в суровом году. С боями вы брали любые преграды жестокой войны. Молодые солдаты, пусть светит над Родиной мирной всегда бессмертных тех подвигов ваша звезда. За ратный ваш подвиг во имя Отчизны, во имя победы и будущей жизни. Спасибо вам всем, ветераны страны, солдаты великой священной войны.
Цветы возлагают администрация главы Республики Саха-Якутия и правительство Республики Саха-Якутия. Спасибо вам, родные, за мирное небо над нами, отвоеванную кровью и жизнью свободу и счастье. От имени детей, внуков и правнуков низкий вам поклон. Цветы возлагают политические партии и общественные организации. Давайте вспомним мы о них, погибших в грозных роковых боях, о незнакомых, близких и родных. Давайте вспомним обо всех подряд, о наших добрых и больших друзьях, о наших славных братьях и отцах. Кто не придет сегодня на парад, но жив навечно в бьющихся сердцах. Сыны таежной северной земли богатырям по мужеству сродни. Бүгін күйі күні, бүгін әйгі күңіт өлбіттер, қайдағара бар гадылығыт, бары әдергет, бары қоду оқыт, үйелері көрсе, үйелері атара, өрі әйгі әдер қалы қыт, үгіс көлөнелерге өлбет аттығынан өрегөй ұретін ұлы қыт. Бүгін күйі ихин өлбіттер күннері, ол ихин берге ұлынна, ол ихин қарақута тоғынна, төнкөтін мөлюеннер төбөгүтін. К подножию монумента воинам-победителям цветы возлагают политические партии и общественные объединения. Хебескей дойду көңілін, чиехин уанна тутулуга соқ болутун көміскелігер, әлбек сақахаллаттара қорсуннук серилеспіттері, дойдуларгар қалбыт кыржағастар, оғылыр, жақталлар, бейені қарыстаммат үлелерінен күйіні ухансыбыттара. Сери бары алжар қайдара, күйіні ухансыбыт, кыржағас көлуене жон, сүрегар бөргар, ыр баттык, аспат, арақпат сырхан тас болан, умнуллы бат. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о године тяжких испытаний.
об искалеченных судьбах, о разбитых мечтах, о несбывшихся надеждах. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Өйдөгүн бары, өйдө бүлкүнө, өйгө хүрекке, тыыннагын тухары, үтүө эре өскүө, тение, үйелерден үйелерге, туругура, туруо. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Күнді ағдайды ұлы сәретін күттілақтара, тыл ветеранлары, сәрі оғылары, сақам сірін оқтақтара. Дорогие участники Великой Отечественной войны, дорогие ветераны тыла, дети войны, уважаемые якутяне, сегодня наша страна отмечает главный праздник, праздник победы над фашистской Германией. 72 года назад в стенах Берлина была уничтожена гитлеровская армия. Совершилась большая победа. Уважаемые якутяне, как мы все россияне понимаем значение этой великой победы. Во время войны 35 миллионов наших соотечественников, солдат и офицеров защищали наши родины на всех фронтах. К скорби многих семей из них не вернулись 27 миллионов человек. И на этих сражениях активное участие принимала и наша Якутия. Наши земляки, отцы и дети, парни молодые, более 60 тысяч человек были призваны на защиту Родины. Из них не вернулись более половины. Мы сегодня отдаем дань уважения всем, кто защищал нашу отчизну. Мы вспомним сегодня имена тех людей, которые поднимали на высокую планку понятие патриотизм, ответственность перед Родиной. Такие имена, как снайперы Федор Хлопков, Иван Кульбертинов, Дмитрий Гуляев, танкист Михаил Космачев, сапер Георгий Шапкунов, пехотинцы Клавдий Краснояров, Владимир Лонгинов, Федор Попов прославляли нашу Якутию, как и многие другие, которые воевали на всех фронтах.
И сегодня нынешнее поколение якутян отдает дань уважения тем, кто отдал жизнь на алтарь победы, и тем, кто, возвращаясь победителем, поднимали из руин нашу страну, нашу Якутию, на благо той жизни, которую мы сегодня, каждый из нас чувствует, свободу, развитие. Уважаемые друзья, в эти дни и в республике, и в стране происходит много событий, которые подчеркивают важность этого великого события. И мы недавно проводили здесь, на этой площади, акцию «Свеча памяти», где десятки тысяч молодежи пришли, преклонялись перед мужеством наших отцов и дедов. Сегодня в нашем мероприятии присоединится акция шествия бессмертного полка, где каждый участник будет держать портреты, имена своих близких людей. И мы сегодня дадим дань уважения им. Сегодняшняя Якутия последует тем целям и задачам, которые в свое время именно защищали, воевали за это наше старшее поколение, развивается, достигает новых и новых рубежей для того, чтобы подтвердить эту победу. И я думаю, что сегодняшнее поколение, оно достойно этого. Уважаемые участники сегодняшнего праздничного торжества, мы понимаем, что эта великая победа нас вдохновляет и объединяет. Поздравляю вас с этим великим праздником, с победой! Ура, товарищи! Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Отечественной войны второй степени, Трудового Красного Знамени, заслуженному работнику Народного хозяйства Республики Саха-Якутия Кириллу Егоровичу Павлову. Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые ветераны, дорогие горожане, разрешите от всей души приветствовать и поздравить вас этим великим праздником Победы. Ровно 72 года тому назад была побеждена фашистская Германия, мечтавшая покорить советский народ, нашу страну. Ведь наша советская страна в этой войне противостояла одна против немецких фашистских войск. В течение более 4 лет наша советская армия разгромила немецко-фашистскую армию и одержала великую победу для всех народов мира. Эта победа была достигнута массовым героизмом советских солдат и офицеров, героическим трудом советского народа, огромным организаторской работой Коммунистической партии, советского правительства под руководством великого полководца Иосифа Виссарионовича Сталина. В этой войне участвовали 69 тысяч воинов-якутян. Они смело участвовали во всех родах войск.
в составе всех родов войск Красной Армии. Об этом свидетельствует 25 героев якутян, 5 полных кавалеров Ордена Славы, более 10 тысяч якутян, воинов были награждены боевыми орденами и медалями Советского Союза. Более 60 тысяч участников, которые ковали победу в далеком тылу Якутии. И 47 тысяч тружеников тыла были награждены удостоверениями к медали за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Наша победа была одержана титаническими усилиями и огромными жертвами советского народа. Погибли в этой войне более 26 миллионов человек, в том числе более 10 миллионов солдат, офицеров, в том числе 27 тысяч воинов и якутян. Они погибли, чтобы мы с вами жили счастливо. Мы скорбим и помним их. Наши народы никогда не забудут их великий подвиг. В этом каждом городе, в каждом селе строятся памятники, мемориалы, обелиски, создаются музеи славы, издаются книги памяти, мемуары, стови имена и подвиг павших воинов якутян были сохранены в истории Якутии, нашей республики, и служили примером для подражания грядущих поколений. Сегодня мы, ветераны, выражаем свою благодарность нашему главе республики Егору Афанасьевичу за дальновидную, кипучую и многогранную деятельность, которую он проводит во имя процветания нашей республики. Сегодня мы также выражаем благодарность руководству нашей столицы во главе Айсена Николаева. Наш город преображается быстрыми темпами, становится красивым, чистым городом на северо-востоке нашей страны. Благодаря постоянной поддержке руководства республики и под умелым руководством председателя Совета ветеранов Владимира Слепцова, Вильяма Иванова, наша ветеранская организация значительно расширила поле своей деятельности и укрепила свои ряды ветеранами вооруженных сил, правоохранительных органов, и в своем 30-летнем юбилейном году стала большой, влиятельной, общественной организацией республики. Несмотря на глубокую старость, наши ветераны по мере сил и возможностей стараются участвовать во всех делах своих ветеранских организаций, особенно в патриотическом воспитании молодежи, а также по увековечиванию памяти ветеранов войны и тыла. Уважаемые товарищи, мы, ветераны войны и тыла, надеемся, что нынешнее поколение станет достойной сменой
защитников нашей Родины будет всегда готова к труду и обороне. Примите, уважаемые товарищи, наше искреннее пожелание доброго здоровья, долгих лет, мирной, счастливой и обеспеченной жизни. Спасибо. Слово от имени молодежи предоставляется Роману Бызгаеву, студенту 3-го курса агротехнологического факультета Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Добрый день, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тыла. Сегодня утром я встал и понял, как прекрасна и удивительна моя жизнь. Но этого могло и не быть, если бы вы, герои Великой Отечественной войны, не прошли ее до победного конца. Жизнь моей страны могла быть другой, если бы вы не сражались так отважно и бесстрашно, несмотря на все потери и лишения. Наши дорогие, уважаемые ветераны, мы знаем, какой огромной ценой вам досталась эта великая победа. Мы всегда будем помнить ваш подвиг. В наши дни трудно представить, через что вы прошли. Голод, холод, отчаяние, бомбежки, смерть друзей и близких. И только вера помогла вам выжить. Мы часто слышали рассказы о Великой Отечественной войне. Мы помним каждое слово, каждый вздох, каждую слезу, которую вы хотели утаить. Почему герои стесняются слез? Сила духа, вышкаленная в боях, отвага, проявленная в битве за Родину, мундир. Дорогие ветераны, на самом деле именно этим вы заслужили право оплакивать героически павших на полях сражений. Нет, вы не дадите слабины. Никогда. Я бесконечно благодарен вам за то, что я родился, за то, что живу в своей стране, за то, что я свободный, счастливый человек. Спасибо за наше мирное небо. Спасибо за наше будущее. Я преклоняю голову перед всеми, кто воевал, перед всеми, кто спас мир от фашистов. История в новом столетии и новым открыта ветрам. Идет ветеран по планете, Великой войны ветеран. Давно отгремели грозы, следы затянулись от ран. Блестят ордена и слезы. Держись до конца, ветеран. Мы, новое поколение молодежи, обещаем, что никогда не подведем то, во что вы верили, и то, что вы защищали. Свой дом, семью, малую родину, отечество. Низкий поклон вам, герои Великой Отечественной войны. С праздником Великой Победы!